Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Соединенные Штаты уже фактически потерпели поражение на Украине и по своему обыкновению намерены, цитата, «умыть руки», предоставив киевскому режиму самостоятельно решать вопрос о мире с Россией. Такое мнение высказал в интервью французской газете «Ле Фигаро» директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Барт-колледжа Уолтер Рассел Мид. Он уверен в том, что в Вашингтоне постараются не допустить очередного позорного провала на международной арене, а потому переложит заключение мира с Россией на президента Украины Владимира Зеленского. Цитата: «Стратегия Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. В этом случае правительство в Вашингтоне со спокойной совестью заявит, что украинцы уже все решили сами», сказал эксперт. По его словам, само начало спецоперации России на Украине уже стало поражением для США. Следующим провалом Вашингтона профессор считает неудачно спланированное Киевом контрнаступление. А сейчас Украина, цитата, находится в тупиковом положении. Вероятно, последнее утверждение сделано на основании нашумевшего интервью главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного британскому журналу The Economist. Он заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. Войска киевского режима не могут добиться прорыва. Одновременно в СМИ муссируется информация о том, что США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условия для заключения мирного договора с Россией. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации в прошлую пятницу. По сведениям NBC, страны Запада открыто говорили Киеву, что ему придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Цитата: «Стали говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией. Разговоры включали общий контур того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», пишет издание. По сведениям телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжении месяца. Цитата: «Чиновники администрации Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, похоже, бесконечные запасы», упомянули в статье. Также, по данным NBC, Запад беспокоится о том, что приближение зимы сделает условия для Украины совершенно невыносимыми. США и Европа настаивают на том, что мирные переговоры необходимо начать до конца года. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки. В этот же день кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что заключит мирное соглашение с Россией, если одержит победу на президентских выборах 2024 года. По статистическим данным, его поддерживает всего 6% страны, но тем не менее этот кандидат уже произвел фурор на американском телевидении, выступая с явно пророссийской позицией. В свою очередь, президент Украины Зеленский опроверг сообщение о том, что Запад давит на него, вынуждая начать переговоры с Россией. «Никто из наших партнеров не оказывает на нас давление, чтобы мы сели с Россией, поговорили с ней и дали ей что-нибудь», сказал украинский лидер в ходе совместной пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Слова Зеленского приводит французский телеканал France 24. Президент Украины указал, что тема давления западных стран на Киев поддерживается даже украинцами. При этом он подчеркнул, что переговоры между Киевом и Москвой исключены. К другим темам. В международных экспертных кругах обсуждается возможное, цитата, «зональное разделение Армении», не исключая, что продолжающиеся геополитические сдвиги в конечном итоге могут привести к разделу небольшой по территории страны на зоны влияния – турецкую, российскую, персидскую и европейскую. Об этом в соцсетях пишет член группы «Альтернативные проекты» политолог Ваге Аванесян. По его словам, Армении предстоит идти в будущее с раздавленным настоящим. Цитата: «Мы можем своими руками
вами превратить наше будущее в ад, если продолжим неправильно понимать прошлое и неправильно оценивать настоящее. Нынешняя национальная примитивность и меркантилизм, которые мы после многих веков отсутствия государственности перетащили в 21 век, должны подвергнуться существенной коррекции. С одной стороны, все ваше существо противится идее развала государства, но с другой, последние разговоры о правительстве, о перекрестке мира, запущенные в оборот с явной надуманностью и постоянно циркулирующие в медиа, на самом деле может привести именно к этому. История последних 5 лет показывает, что за всеми надуманными идеями этой власти стоит настоящий тщательно продуманный сценарий трагедии, утверждает армянский политолог. В условиях такого правительства, растерянно шокированного общества и дефолтного оппозиционного руководства, что должно помешать сценарию тех, кто не видит Армению на карте, задается он риторическим вопросом. На этот вопрос есть только один ответ – мы. Но для того, чтобы это имело формулировку, необходимо кардинально изменить содержание работы, технологии и задачи. Создание новых систем с новым содержанием требует пересмотра отношения ко многим вопросам. В качестве начала мы должны принять простые факты, первые шаги выздоровления. Среди этих шагов Аванесян упоминает следующие. Те, кто накопил большой капитал посредством несправедливых механизмов, в долгу перед Арцахом и арцахскими армянами. Второе. Люди, которые воспринимают правительство только как средство и среду для зарабатывания денег, находятся в долгу перед государством. И третье. Олигархи с нулевой социальной ответственностью в долгу перед этим народом. Интеллектуальные личности и круги обязаны государству, потому что они не были эффективны по разным причинам. Часто молчали, часто служили другим интересам, перечисляет Аванесян. И этот долг необходимо вернуть, чтобы у Армении было будущее, заключает он. Тут стоит напомнить, что Армения в случае разблокирования транспортных коммуникаций в регионе готова упростить процедуры транзита через свою территорию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 октября во время выступления в Европейском парламенте. Глава правительства Закавказской республики с трибуны Европарламента во французском Страсбурге предложил тогда реализовать транспортный проект «Перекресток мира». В нашей сегодняшней передаче побеседовать на эти темы мы пригласили директора Центра социально-экономических исследований Олега Домения. Приветствую вас, Олег Несторович. В этой передаче мы хотели бы обсудить сразу несколько тем, но прежде всего начнем с темы России и Украины. И сейчас, вот как давно уже не было этих разговоров, и в принципе в первый раз так открыто заговорили о возможности переговоров между Россией и Украиной. Об этом, в частности, например, пишут многие эксперты во французском авторитетном издании «Фигаро». Как вам кажется, реально ли это перспектива этих переговоров? Хотя вот Зеленский это уже отрицает. Но разговор об этом уже давно идет, с самого начала вообще операции. И здесь мне быть оригинальным вряд ли возможно. То, что сейчас европейские страны, некоторые европейские страны, в частности Франция, или еще в каких-то других странах стали появляться такие статьи и такие предложения, это неудивительно. Запад видит, что особой перспективе в этой войне со стороны Украины, со стороны Запада, они не имеют, они это чувствуют. Это вообще, буквально, это можно сказать, это лицемерие. Они затеяли эту авантюру, они подготовили Украину, давно готовили Украину к войне с Россией, но видят теперь уже, что ничего не получается, и остается им, естественно, проявлять инициативу, якобы они хотят мирные переговоры. На этот вопрос президент Российской Федерации не раз отвечал, и довольно-таки однозначно, и понятно, и просто, что Россия готова к переговорам. Но с кем? Зеленский, он не суверенен, не самостоятелен, он зависим. Вот от тех сил, от тех стран, от которых он зависим, Россия готова вести переговоры. Вот что это значит, собственно говоря, то, что лидер России озвучивает часто
в своих выступлениях, это по существу речь идет о переговорах между Западом и Россией, а не между Россией и Украиной. Потому что то, что Зеленский скажет, то, что руководство, правительство Украины скажет, это не имеет никакого смысла и никакого значения. А как вам кажется, вот в следующем году, в 2024 году, в США состоятся очередные выборы, да, вот, и как вам кажется, смена руководства США, допустим, если на место Байдена придет новый президент, снова, вот что это, как это... Вся вот эта риторика, она объясняется предвыборной ситуацией в Соединенных Штатах Америки. В зависимости, как меняется там ситуация внутри Соединенных Штатов Америки, в зависимости от этого они меняют и свое отношение, и свою международную политику. Получается вот так, что свои внутренние противоречия Соединенные Штаты выплескивают вовне для того, чтобы немножко облегчить ситуацию внутри страны. Это прием давнишний. Это не только сегодня или недавно. Это давнишняя ситуация после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты стали мировой державой, и там противостоят две политические силы. И вот это противостояние, оно, когда накаляется, Соединенные Штаты умудряются перенести это вовне. Либо какие-то военные операции, где-то развязывают какие-то действия вооруженного характера, силового характера для того, чтобы, скажем, та или иная партия могла бы выиграть выборы. Если будем говорить теперь о Ближнем Востоке, да, о том, что происходит сейчас там, во-первых, видите ли вы какую-то взаимосвязь? Влияет ли это на то, что происходит в Украине, как вам кажется? Поскольку Соединенным Штатам не удается через Украину остановить, как они считают, российскую агрессию, то есть они считают, что Россия наступает на интересы Запада. И поскольку на Украине они терпят поражение, они должны открыто где-то в другом месте, то есть развязать войну. Так они развязали. Эта война не столько Израиль или Хамас. А здесь явно видны следы Соединенных Штатов Америки, потому они сейчас стараются. Почему? Потому что антиамериканское настроение ныне захлестнуло весь мир. Они видят, вы понимаете, это вообще после Второй мировой войны, это небывалый случай, когда в Организации Объединенных Наций Соединенные Штаты не могут получить поддержку со стороны своих сателлитов даже. Но как вам кажется, получается, что мы видим одновременно, параллельно, скажем так, два сильнейших противостояния. Это то, что происходит между Россией и Украиной, и то же самое Ближний Восток. То есть получилось две горячие точки. Вам кажется, почему им это выгодно? Почему вот им нужно две точки? Хотя вроде бы... Выгодно, Соединенным Штатам Америки выгодно, даже с точки зрения экономики, чтобы где-то в каких-то регионах, местах, если это не на Ближнем Востоке, они развяжут войну между Тайваном и Китаем. Они могут столкнуть любые другие государства. Это им выгодно с точки зрения поддержания своей экономики, поддержания статуса доллара в мире и так далее. Теперь уже видите, значит, мир меняется, и причем достаточно резко меняется. Теперь Соединенные Штаты теряют силу своего влияния на мировое сообщество. Сейчас Африка, Южная Америка, Восток, все эти страны, и Россия в том числе, естественно, они объединяются. Американцы это хорошо чувствуют, они хорошо это понимают и делают вид, будто ничего подобного не происходит. Америка остается единым центром управления. Они мириться с этим не могут, потому что англосаксы давно, уже не десятилетиями, а столетиями внушали себя, что это избранная раса, а все остальные должны служить этой расе.
Они так думают. Понимаете, мы с вами их не переубедим, даже Россия их не переубедит, и Китай их не переубедит, потому что это мнение, эта информация, вот такого самомнения, это уже в их генокоде. Хорошо, давайте теперь немножко переместимся на Южный Кавказ, да, на Так. то, что происходит здесь. Вот понятно, что вот как вам кажется, как будет развиваться ситуация? Там очень серьезно все поменялось, как мы видели с Да. вами, все были очевидцами, причем произошло это в кратчайший срок, буквально в один день, возможно даже сказать. Как вам кажется, каковы там перспективы развития в Нагорном Карабахе, с Арменией, что будет? Вот тут какой можете дать прогноз? Ну, я, например, думаю, что у самой Армении своим поведением, своей политикой, которую Армения проводила, значит, она бы оказалась неперспективной. И Карабах здесь пострадал. Значит, конечно, это американцы организовали тоже. Тут слов нет. Если вы поедете в Ереване, вы там увидите, какая сила, какое влияние Соединенные Штаты Америки имеют в Армении. Там биолаборатория, как и в Тбилиси, так и в Ереване. Посмотрите на территорию посольства Соединенных Штатов Америки в Ереване. Они полгорода занимают. Это не только для Армении и для Южного Кавказа, а для Ближнего Востока. Понимаете, американцы же имеют свои вооруженные инфраструктуру почти на планете, везде имеют они. Ни одна другая страна не имеет это. Россия нигде не имеет своих вооруженных сил, скажем, значит, в Африке или на Востоке. Россия имеет свои вооруженные силы здесь, в Абхазии, В близлежащих, да? вы имеете в виду? близлежащих, значит, потому что здесь, то есть Россия защищает свои интересы, свои границы. Будь это на севере, будь это на западе, будь это на востоке, Россия вынуждена защищать. Когда Америка окружает своим стратегическим оружием Россию, потому что сейчас для американцев все равно остается задачей номер один – это низвержение или нанести России стратегическое так называемое поражение. Но самый главный враг – это Китай. После России это Китай. И китайцы это тоже хорошо знают. А как вам кажется, какова позиция вот в глобальном смысле Китая сейчас? Китай, позиция тоже достаточно теперь уже прояснилась. Китайцы вообще, политику, которую они проводят, она на самом деле достаточно, я бы сказал, эффективна и конструктивна. Что это значит? Китайцы, что это означает? Они против применения силы, они за ненасилие. А что касается Тайвана, они пытаются, они добьются ненасильственным путем восстановить территориальную целостность Китая. А как это возможно? Это возможно очень просто. Не просто, конечно, но китайцы терпеливы. Значит, речь идет о том, что, во-первых, китайцы прекрасно видят вообще, в каком положении, в какой ситуации американцы себя поставили. Рано или поздно им придется оттуда уходить. Как вот с Афганистана они уходили, как из Вьетнама они уходили, или из Кореи они уходили. Да? Вот так им придется здесь тоже уходить. И они просто выжидают? Не только выжидают, они работают в этом направлении. А как они работают? Работают в этом направлении, во-первых, усиливают свою военную мощь, усиливают свой экономический потенциал. Сейчас экономика Китая уже конкурент, серьезный конкурент экономики Соединенных Штатов Америки. И по силе своей армии вооруженные силы Китая сейчас занимают 3-е место. Да, но вы же сказали, что они миролюбивые. Они миролюбивы, но знают, миролюбивые это не значит разоружаться. В современных условиях этого невозможно сделать. Но они же не развязывают эту войну.
А американцы, значит, расставляют на всей планете свои военные подразделения, а китайцы этого не делают. Понятно. То есть вы имеете в виду, что все-таки главный упор на экономику, да, они развиваются К великому экономически? сожалению, случилось вот так. К сожалению, я говорю и вполне осознанно говорю, к сожалению, что экономика ныне стала, знаете, вообще, ну, ключевым моментом всей политики, всей государственной жизни. Экономика ныне становится. Становится почему? Потому что на Западе вершит судьбой Запада и мира капитал. Там все зависит от капитала. Капитал заинтересован в ЛГБТ. Понимаете? Значит, человека нужно сделать зависимым от капитала, чтобы он стал рабом этого капитала. И чтобы человек был легко управляемым. Для этого, значит, много там агитации, пропаганды и прочее не нужно. Сделать его зависимым от доллара, и все, кончено. Им можно легко управлять. Понятно. И это, вот это стремление к капиталу становится доминирующим фактором в жизни современного мира. Но китайцы это хорошо понимают. И потому конфуцианство не только Маркс. Они Маркса соединяют с Конфуцием, с учением Конфуция. По Конфуции в основе любого государства, общества лежит семья. Вот как в семье люди живут дружно и любят друг друга, сообразно этому должно быть и общество построено. Ну, вы говорите об идеальном мире. Думаете, это достижимо? Так и не обязательно это реализовать. Цель, которую человек преследует, она недостижима. Но смысл этой цели состоит в том, что к ней надо стремиться. Понятно. Отличное завершение, думаю, нашей беседы. Большое спасибо, Олег Несторович. Ради Бога. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.